Юрий Московский, фонд добрососедства. Ну, вообще-то визы – это средство контроля над миграцией, появившееся в 19-20 веке, когда не было таких средств, которые имеются сейчас. Сканеры, электронные базы данных, отпечатки пальцев, которые вводятся в чипы, а даже не в паспорт просто ставятся. Поэтому виза вообще-то это прошлый век, а мы живем уже в 21 веке. Почему я, собственно, являюсь противником виз, но за контроль. Потому что виза, на мой взгляд, это просто усложнение бюрократической процедуры как таковой, ничего больше на самом деле не дает. Ну, кроме того, кто хочет на этом заработать хорошие деньги. С боковые лавочки там, и так далее, и так далее. Тут идея очень прозрачна на самом деле. А теперь вопрос к Владимиру Вольфовичу. Он заключается в следующем. Вот вы в самом начале выступления сказали, что введем визы со всеми странами СНГ. То есть вы предлагаете окончательно добить Советский Союз, ликвидировать постсоветское пространство, убрать Евразийский союз. Я вас правильно понял? Объясняю. Владимир Вольфович, как это сопрягается с вашими имперскими замашками? Да. Вот Владимир Вольфович без подсказок знает, что сопрягается с его имперскими замашками. Предлагает Виктор Иванович всем сделать почасовую оплату. Даже если мы это сделаем, иммигрант будет получать 50 тысяч, и русский рабочий 50, нам не выгоден он, мигрант, он не умеет работать. Он приехал из сельской местности. Мы потеряем квалификацию. Мы в космос поднимались, а они тяпками хлопок обрабатывали. И сегодня высеивают мак. Поэтому даже если мы... Так, Владимир Вольфович, уходите от вопроса. Не мешайте мне отвечать. Иначе я вам заткну глотку другим способом. Ну, не надо мне глотку затыкать. Владимир Вольфович, вы старый человек, поэтому не хамите мне. Не мешайте. Я отвечаю, все. Владимир Вольфович не бывает старым. Владимир Вольфович суперстар. Да. Вы заблуждаетесь. Во всем мире везде есть визы. Если вам кажется, что 19 век, то В подождите. Евросоюзе есть визы? Везде визы. Шенгенская зона, это что такое? Шенгенская виза. Внутри шенгенской зоны есть визы? Получить надо визу, чтобы по этой зоне гулять. Это вам нужно Чтобы получить. въехать. А мы об этом и говорим. Помолчите, членам Антилов. Евросоюза Помолчите. визу получать не Дайте надо. Я вам говорю еще раз, мы не в Евросоюзе. Ну, понятно. Введение визы – это забор перед всеми, кто хочет нам приехать. Включая Украину, уже Белоруссию. Все, я сказал по-русски все. А Беларусь это местное таможенный союз государство, – это сейчас другое совсем. Я говорю про тех, кто не вошел в таможенный союз. А все остальные, у нас есть и Прибалтика еще, тоже часть Советского Союза. Это все разный статус. В одну кашу не надо мешать. Поэтому то, что вы говорите, чипы, отпечатки пальцев, роговица глаза – это дополнение к визам. И как вы будете контроль осуществлять? Они приехали, покажи визу, или будем отпечатки пальцев снимать и в базу данных запрашивать. Пальчики, и сколько, час будем ждать? Он приехать не должен. При отсутствии визы он не должен приехать. А если с пальчиками, он уже стоит у нас в Домодедово. Если он в базе данных, он и сейчас не может приехать. Я вам говорю еще раз. Дайте договориться. При отсутствии визы его не посадят в самолет Аэрофлота Дюшанбе, Сейчас не Москва. посадят. В Сажают. Таджикистане. Сейчас любого Вот сейчас сажают. везде сажают, потому что у нас И заворачивают на даже въезде. по внутренним документам. Не мешайте. Сегодня у нас можно ехать куда угодно по внутренним паспортам. Возможно, с января мы ведем везде заграничные паспорта, но этого мало. Вот заграничные паспорта шлепают тысячами, миллионами в Киргизии для всех. Надо поэтому дополнительно еще визы. Мало этого, не давать. Вы говорите, коррупция при получении визы. Так мы давать не будем. Вы русский язык понимаете? Мы давать не будем. Поэтому платить взятку не за что. Не за что. То есть вы хотите просто под предлогом виз закрыть въезд в Российскую Федерацию? Да. С Закрыть. Украины тоже? Мало. Закрыть. Я вам напомню, в самом начале передачи Жириновский сказал. Я сказал. Закрыть и все То есть мигранты это из домой. серии отстрела птиц на границе? Не надо. Стрелять не надо. Подождите, Все дома подождите, сидят. вы на что дома намекаете? работают. Вы намекаете, На что слова у нас... Владимира Вольфовича Подождите, что у во нас время есть- эпидемии. Нет, вы имеете в виду, что у нас есть стерхи-нелегалы? Нет, ну что вы. Ну, смотрите у меня. Я просто Владимир Вольфович хорошо на цитирую. стерхов. Не беспокойтесь за них. Уважаемый. Как только мы ведем визы, Там еще все побегут в московский Кремль проситься в состав Российской Федерации. Не СНГ, добегут. а Всё. напрямую. Владимир Вольфович, Дюшанбинский спасибо. район, Владимир Новосибирской Вольфович, области. время Виктора Ивановича. Дайте Виктору Бишкекский Ивановичу. Это район, хитрый ход такой, Свердловской понятно. области. Сразу побегут.